Вера ариев. Язычество. Часть 2. И вот огонь и Святой Дух и есть суть язычества, азычества. На небе есть религия Духа, и ее формируют на небе уже Зороастру поручили. Это будет религия Духа и огня. Огня и Святого Духа. Тем, кем были язычники, они были огнепоклонники. Скифы были огнепоклонники. Сарматы и аланы. Язычество послужило строительным материалом для всех позднейших высших религий, в частности, иудаизма, буддизма, христианства, ислама. Атеистический словарь. А это совершенно разные понятия. Молиться Всевышнему, одному единственному Творцу-Созидателю у камня в зоне космической энергии, в его окружении, то есть там идет совершенно другая вибрация. Дух начинает вибрировать по-другому, душа начинает вибрировать по-другому. Язычник мог молиться и сам, без жреца, без зварылага, смог молиться сам. Он выходил один на один в природу и мог над 3 пирогами произнести сакральные слова на астинском языке. Пироги с сыром нельзя делать где-то и нельзя продавать. Их надо делать дома в полном молчании и в чистоте не только рук и языка, но и мысли. Это самый сакральный знак ариев. Он еще был миллионы лет назад, потому что Блаватская говорит, что 3 круга в круге – это древнейший символ ариев. Мы начали молиться со спиртным в бокале. Эти молитвы со спиртным в бокале идут в нижний астрал, идут к тем, кто придумал эту араку, идут к непроизносимым, хвостатым, парнокопытным. Вот к ним идут все наши молитвы. И поэтому сегодня, посмотрите, сколько бед Осетия перенесла за последние 30 лет. А у нас осталось все, вообще, вот можно понять, все 4 композиции. Но 3 круга в круге, первый образ Творца, его забрали у нас. Верхний пирог спускается вниз. Первый пирог спускается вниз. И мы получаем 3 фазы Луны. Это символ Матери мира. И второй тост был за Мать мира. И у нас осталось 3 пирога, один из-под другого, спираль эволюции. Спираль – это главный символ движения во Вселенной. Потом мы их всех собираем вместе. Это как сжали пружину, и получился один круг. Разрезаются они 2 крестами Атлантиды. В Атлантиде были 2 креста. Я думаю, что и в Гиперборее они были. 8-конечная звезда – это символ космоса. Мы режем 2 крестами наши ритуальные пироги. Их нельзя смещать, потому что тогда ось сместится с Земли, понимаете? Но самым главным артефактом преемственности доктрины Арии, которая, как сообщает Елена, опять тайная доктрина, в основе этой доктрины, то есть фундаментом этой доктрины, ябндур по-осетински. На языке синзар это слово ахдау. Ак – это круг, дау – это твой круг. Артефакт этот самый главный, это самая главная доктрина у осетин. Это внутреннее твое, это не показные ритуалы, это там находится. Попав под колесо лже-истин, насаждалась силами тьмы, осетины вначале стали стесняться, а потом вообще напрочь отказались от названия своей веры язычества. Христиане и материалисты могут твердить что угодно. Факт остается фактом. Русь всегда была сильна, когда была языческой. Она ослабла, став христианской. Русь всегда дышала древней верой, обрядами родных богов. Да не прервутся обряды, да будут милостивы к земле моей, к роду русскому родные боги. Лев Прозоров. Русь языческая. Патроном осетинской веры является Лаштырджин. И это не его имя, его нельзя произносить женщинам. А это не его имя, а это его титул. У-Ашт-Штр
Джи. Дигорцы, я так думаю, Дувахата, дважды рожденный перевод. Они сохранили его настоящее другое имя, по именно нашей вере азыческой, потому что его название Монтижат, Мон – это дух, Ти – это множественно, Жат – это святой. Святой среди духов, то есть святой дух. Это есть ипостась Творца. И она сохранилась в Упанишадах, это их знание. И представьте себе, что там будущий Спаситель, которого ждут в каждом народе, в каждой вере. Он изображается на белом коне, с крыльями за спиной, и у коня поднята, так и описано, что у коня была поднята правая передняя нога. У индусов это Калки, аватар, у зороастрийцев это Сашионт, у буддистов это Майтрея, в исламе это Мултазар, и у осетин это Монти-Ижат Лактазвар Ваштарджи. Итак, сами факты говорят о том, что в жизни осетин их родная религия является могущественным фактором, охраняющий их от всех враждебных и растлевающих влияний. В ней, в этой религии, все сокровенные верования осетин, составляющие основу его мировоззрения, которое невозможно убить никаким насилием. Она, эта религия осетин, глубоко религиозна, так как побуждает стремиться к добру и свету и бороться со злом и мраком. Сослан Темирханов. История иров.